В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. 4 декабря политический совет партии Амцахара принял заявление, касающееся задержания в Сочи Аслана Бжани, в котором содержится ничем не обоснованное обвинение властей Абхазии о причастности к данному факту. При этом основанием для обвинения власти является информация, поступающая из различных неназванных источников. Поспешное и не подкрепленное какими-либо фактами заявление политсовета партии Амцахара дезинформирует общественность и в очередной раз направлено на искусственное нагнетание внутриполитической ситуации в стране. Об этом говорится в распространенном пресс-службой президента Абхазии заявлении. Пресс-служба главы государства призывает членов политического совета партии Амцахара проявить политическую выдержку, дождаться официальной информации компетентных органов Российской Федерации об обстоятельствах и причинах задержания Аслана Бжани и воздержаться от выдвижения различных надуманных версий. Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности Республики Абхазия. В ходе заседания обсуждалась ситуация, связанная с задержанием полиции Сочи одного из лидеров оппозиции Аслана Бжани, а также в связи с ограничением на пересечение им абхазо-российской государственной границы. Руководители силовых структур доложили президенту о том, что 3 декабря Аслана Бжани доставили в УВД города Сочи, и после дачи объяснений он был отпущен. Глава государства поручил силовым структурам принять соответствующие меры по обеспечению общественного порядка и недопущению обострения ситуации. По окончании заседания секретарь Совбеза Мухаммед Килба прокомментировал его итоги и отметил, что ситуация намеренно нагнетается некоторыми представителями оппозиции, и поэтому президент Рауль Хаджимба поставил задачи руководителям соответствующих структур по превентивному реагированию на возможное развитие событий. В 15 часов президент провел заседание Совета Безопасности по той ситуации, которая на сегодняшний день имела место быть на российско-абхазской границе и его последствия, то есть задержание одного из лидеров оппозиции Аслана Бжани. Здесь я хочу остановиться, и президент это подчеркнул, и заслушивая руководителей наших правоохранительных органов, они тоже это подчеркивали. Если есть у нас внутренние какие-то вопросы к гражданину Бжани, они должны задаваться только здесь, на территории Абхазии. Я вас уверяю, что и эти вопросы будут, они и будут задаваться по мере их возникновения. Но те обвинения, которые звучат из уст некоторых политических деятелей, и в частности организаций наших политических партий, так и общественных, о том, что это произошло не без участия абхазских властей, это как минимум является некорректным по отношению к нашим коллегам из Российской Федерации. Это совершенно другая страна, это по чьей-то указке, кто бы это ни был, вот, даже это обсуждать как-то для меня это очень сложно. Да, у нас есть внутренние проблемы, внутренние вопросы, противоречия, но это внутреннее наше. Если человек занимается оппозиционной деятельностью в рамках нашего законодательства, дай Бог ему здоровья, пусть занимается. Я за, 2 руками. Но когда я даже своим коллегам здесь всегда говорю о том, что без оппозиции наш любой чиновник любого уровня в наших условиях забронзовеет в этих кабинетах. А если какие-то процессуальные вопросы проводятся правоохранительными структурами Российской Федерации, извините, по-моему, насколько я проинформирован, и то, что там обсуждалось на Совете Безопасности, человек не задерживался. Президент, заслушав на Совете Безопасности, дал конкретное распоряжение всем руководителям правоохранительных структур. Почему? Потому что здесь невооруженным глазом, и не надо быть ни специалистом, ни необходимости быть в специальных структурах, чтобы не видеть, что это искусственно нагнетается ситуация. И, скорее всего, к 15 декабря не все так, как видится некоторым представителям оппозиции, что 15 декабря они пришли, там, все вопросы там, в одночасье, в 1 секунду решились, скорее всего, это нет. Я так думаю, что эта дата, она сдвигается сюда ближе, до 15 декабря, и именно вот эти вопросы обсуждали на Совете Безопасности, и конкретно каждому ведомству, каждому должностному лицу
членам Совета Безопасности эти конкретные задачи президентом поставлены. Мы категорически не можем себе позволить эти издержки, эти потрясения для нашего общества, для нашего молодого государства. Ситуация очень-очень искусственно нагнетаемая. Эта ситуация, она, естественно, не может позитивно влиять на развитие государства, на развитие общества. Нет, к сожалению, я не призываю, давайте дружить, давайте делом заниматься. МВД Абхазии категорически опровергает любые заявления о том, что Аслан Бжания был задержан по заказу абхазских властей. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на брифинге по факту задержания сопредседателя блока оппозиционных сил. Аслан Бжания, Ростова Пиамчи Курлан, Камчача, Хайхайтарт, Яхашимтан, Пснейку, Ростова Пианицкла, Аусуем, Ях Апхер Ости, подполковник Апсава Станислав Ингиштерипа, Апхер Ости, Десхдерказ, Аслан Бжания, Янков Захказ, Саатбжак, Чекинрихана, Ицот, Атакхауичти. Я коротко вам зачитаю 2 декабря 2016 года. 19 часов 20 минут. В ходе проверки условий хранения гражданского оружия по адресу, города Сочи, улица Сухумское шоссе, дом 13-8 у гражданина Бжания Аслана Георгиевича. 06.04.1963 года рождения, зарегистрирован по адресу город Москва, улица Академика Нохина, дом 11, обнаружен черный футляр для хранения пистолета. Внутри находился магазин с 15 предметом конструктивной схожести с патронами. На основании заключения баллистической судебной экспертизы установлено, что изъятые предметы являются патронами калибра 9 мм и относятся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, пригодной для производства выстрела. Таким образом, гражданин Бжания предположительно незаконно хранил там 15 боеприпасов. По данному факту зарегистрирован материал под номером 185-79 от 3.12.2016 года. 3.12.2016 года Бжания АГ был доставлен в вышеуказанный отдел полиции для дачи пояснения, после чего отпущен. Мере пресечения не избиралась. Вот все, что официально российская сторона заявила нам. В данный момент господин Бжания находится на свободе. Я думаю, что он по приезду в Абхазию расскажет, что же, почему и как произошло. Это, кстати, между прочим, не первый случай, когда на российско-абхазской границе задерживаются политики абхазские. В том числе я, будучи депутатом, 4 часа мне просто не объясняли, почему не дают мне проехать, и под разными предлогами мне пришлось там 4 часа проводить время. Были, которые в аэропорту задерживались, наши представители неправительственных организаций. Но я думаю, что господин Бжания Аслан Георгиевич, он не только является гражданином Российской Федерации, но он жителем и города Сочи, и города Москвы. Все вопросы, которые к нему возникли у правоохранительных структур, человек, который долгое время работал в правоохранительных структурах, в чем и как, какая проблема, я думаю, что он сам разъяснит, тем более сейчас современной техникой, даже находясь в Сочи, можно разъяснение дать и для абхазских, и для иностранных журналистов. Вот что нам известно на сегодняшний день, и те заявления, конечно, мы категорически отвергаем любые заявления о том, что по заказу абхазских властей, если у абхазских властей к господину Бжании есть вопросы, то мы эти вопросы зададим на территории Абхазии в любое время, открыто и по-человечески. С помощью спецслужб или правоохранительных структур соседнего государства мы между собой не должны ни при каких обстоятельствах выяснять отношения. Это исключается, это абсолютная выдумка. А почему и как и что, я думаю, что вопрос в этих 15 патронах или вопрос с чем-то с другим связан, это лучше нас всех знает Аслан Георгиевич Бжания. Я думаю, со временем он его прокомментирует. Я хочу, чтобы вы знали, будучи еще в 90-е годы начальником УВД, нам было проще и легко сотрудничать с нашими сочинскими коллегами. Тогда Абхазия была не признанной страной, и мы напрямую как-то с ними контактировали. Сегодня, чтобы нам контактировать с нашими сочинскими коллегами, нам надо обращаться в Москву, им надо обращаться в Москву, и только через Москву можно, понимаете, какие-то отношения наладить. К большому сожалению, это только мешает нашей работе. Сейчас, если сегодня это не на эту тему мы хотим сказать, но
чтобы наши сочинские коллеги какие-то наши заказы выполняли и тому подобное. А еще по отношению к политикам я считаю, что это просто неправда, я по-другому говорить не буду. Никто не имеет права так себя вести. Если кому-то так хочется сказать, он его сказал. Но это под собой не имеет никогда почвы. В воскресенье днем мы связались с Асланом Бжане по телефону. В то время он находился на одном из полицейских участков и рассказал нам об обстоятельствах своего задержания. По факту его пускают с территории Российской Федерации. Только сутки, в том числе и сейчас, в настоящий момент, значит, поздно вечером отпускают все дело полиции домой. Я пытаюсь выехать на границу, не выпускают, возвращают. Сейчас нахожусь в отделе полиции на Горького, 60 в городе Сочи. Возбуждено уголовное дело по факту, там статья, не помню, какая, якобы у меня есть наградное оружие награжденное президентом, и боеприпасы. Да, и якобы незаконное хранение боеприпасов, именно боеприпасов. В отношении не меня, а вообще по факту дома все это хранилось, но у меня есть документы подтверждающие. Вчера мы по всем этом разобрались. Я прохожу в качестве свидетеля по делу. Подписку о невыезде я не подписывал. В отношении меня иные меры приняты не были. Актуально как бы ко мне претензий нет. Ну вот, сегодня решил пересечь границу и обратно вернули в отдел полиции. Сейчас будут, видимо, беседовать. Пока не знаю, пойдет о чем речь. Президент Абхазии принял посла России в Республике Семена Григорьева. Рауль Хаджиб обсудил с ним факт ограничения пересечения абхазо-российской государственной границы гражданином Республики Абхазия Асланом Бжане. В связи с тем, что в отношении Аслана Бжане не избрана какая-либо мера пресечения и отсутствует информация о правовых основаниях ограничения на пересечение им государственной границы, глава государства попросил посла Российской Федерации в кратчайшие сроки предоставить объяснение причин, послуживших основанием для вышеуказанных ограничений и оказать максимальное содействие в решении вопроса свободного пересечения границы Асланом Бжане. В воскресенье жители села Тамыш перекрыли трассу. Поводом послужило задержание на российско-абхазской границе их земляка, одного из лидеров блока оппозиционных сил Аслана Бжане. Протестующие жгли покрышки и не пропускали автомобили. К 8 вечера люди разошлись. По последней информации, Аслан Бжане пересек абхазо-российскую границу. На этом выпуск новостей завершен. Мы следим за развитием событий. До свидания.